Перестановки в высших коридорах казахстанской власти. Президент Касым-Жомарт Токаев меняет главу своей администрации, министра иностранных дел и других чиновников. У меня есть большое подозрение, что, как бы то ни было, Токаев все это делает опять-таки по указке первого президента. На конференции по правам человека в Варшаве оппозиция схлестнулась с представителями власти Таджикистана по вопросам, связанным с политзаключенными в тюрьмах страны. Последняя дверь слева. Внутри есть помещение, где сотрудники отдела розыска пытают задержанных электрическим током. Таким образом они выбивают показания. Несколько скинхедов ради забавы напали с ножом на мигранта из Узбекистана и избили его до полусмерти. Репортаж из Санкт-Петербурга. А зачем татуировки со свастикой? Ну зачем? Он состоит в какой-то группе, как все, группа по интересу. Там все со свастикой. Он придет с цветочками. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Рокировки во властных структурах Казахстана. Президент страны Касым-Жомарт Токаев сделал ряд перестановок и назначений в своей администрации и кабинете министров. Глава страны, в частности, назначил на пост государственного секретаря Крымбека Кушербаева, который ранее возглавлял администрацию главы государства. Вместо Кушербаева администрацию Токаева возглавил Ерлан Кошанов. Теперь уже бывший министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр стал заместителем премьер-министра, а вместо него министерство возглавил Бейбут Атамкулов. На пост министра иностранных дел назначен Мухтар Тлеуберды. Ранее он был первым замминистра внешнеполитического ведомства. По мнению казахстанского политолога и общественного деятеля Жасарала Куанышалина, активную кадровую политику Касым-Жомарт Токаев проводит по согласованию с лидером нации Нурсултаном Назарбаевым. Токаева лично я не считаю самостоятельной фигурой. Но это человек Назарбаева, которого он временно поставил, значит, на эту должность. И потом, наверное, планирует какие-то свои изменения вот через Токаева. Об этом было много разговоров, что, например, пройдет энное количество времени, после чего Токаев внезапно заболеет или еще что-нибудь. Ну, как Назарбаев без объяснений сам ушел в отставку, без всяких обоснований. И точно так же могут и просто его отстранить и на его место поставить Даригу. Вот. Тем более, что не случайно, наверное, ее поставили председателем Сената, спикером Сената. Вот. А это уже, так сказать, напрямую ведет к тому, что если Токаев уйдет, она автоматически становится президентом. То есть одно к другому, все сходится. Именно поэтому я вынужден снова сказать, что Токаев вряд ли будет делать что-то вопреки Назарбаеву. В Нур-Султане у здания резиденции президента Аккорда вновь собрались многодетные матери. Десятки женщин потребовали от власти увеличения социальной помощи. Главное требование – диалог лично с Назарбаевым и Токаевым. Шалпан Разбеков продолжит. Представители министерств и столичной мэрии, многодетные матери даже слушать не стали. Хотели говорить с президентом и лидером нации. Женщины требовали той же помощи от государства, что и ранее. По их словам, обещанную поддержку они пока не получили. В руках у женщин целый список невыполненного властями. Детские садики должны были быть бесплатны с 1 сентября. Сегодня уже 19 сентября. Когда у нас будут детские садики бесплатны? Сколько можно нас кормить завтраками? Каждый день завтра. Ничего не происходит. Самое главное недовольство – очередь на жилье, которое за несколько лет так и не сдвинулось, говорят собравшиеся. По их словам, другие очередники уже получили квартиры, хотя становились в очередь позже многодетных матерей. Поэтому помимо долгожданных квартир, женщины требуют и увольнения всех чиновников мэрии. За эти 8 месяцев ни один депутат к нам не вышел. Акимы не думают о народе. Акимы и заместители акимов пусть уходят в отставку. Пусть народ их избирает. Протестующим вышла депутат Сената Лизат Сулеймен. Попыталась найти с женщинами общий язык, но ее слушать не стали. Мы не хотим уже слушать. Мы с вами и на диалог шли. Мы и в рабочей группе были. Мы комиссию при акимате создавали. Мы шли с вами на диалог. Но вы, как всегда, нас кинули.
Нас кинули, что мы вынуждены сейчас ходить. Объяснить, что социальная помощь оказывается строго по очереди, пытался и советник столичного мэра. Я занимаюсь каждой проблемой, каждую из них я знаю. АСП платят, даем уголь. Некоторым оказали материальную помощь, тем, у кого дети болеют. Остается только жилищный вопрос, но квартиру они получат только по очереди. У нас нет возможности выдавать квартиры без очереди. Многодетные матери, а среди них и вдовы, и воспитывающие детей-инвалидов, собрались не только у резиденции президента. Сегодня свои требования они озвучивали у здания правительства, столичной мэрии и Министерства труда. Сдаваться эти женщины не намерены, несмотря на многозначительные предупреждения чиновников. Завтра на нас будут оказывать давление. Это мы уже прошли, вот эти люди, завтра будут про нас такую ахинею петь здесь стоять. Завтра вот эти милиция около наших квартир будет стоять и сторожить. Митинги многодетных матерей у здания правительства продолжаются с февраля этого года. Начались они сразу после трагедии, произошедшей в одной из многодетных семей. Тогда во Времянке сгорели 5 несовершеннолетних девочек. Они были заперты родителями, которые были вынуждены работать по ночам и в 2 смены. Шолпан Уразбекова, Павел Энгельгард. Настоящее время. Азия. Казахстан. В Варшаве проходит совещание ОБСЕ. В последние годы это мероприятие стало площадкой для дискуссий таджикистанских чиновников с оппозицией. В прошлом году одна из встреч даже закончилась потасовкой. В этом году до драки пока не доходит, о взаимных претензиях Акрам Абдукахор. Известный таджикистанский политолог Абдулла Рахнамо, который приехал в Варшаву в составе официальной делегации Таджикистана, демонстрирует присутствующим письмо, якобы написанное самим Махмадали Хаитом. Этот оппозиционер с 2015 года отбывает пожизненный срок. Его родственники утверждают, что он подвергается в заключении систематическим пыткам. Факты, которые говорят, что он находится в тяжелых условиях, или ему сломали ноги и руки. Я как человек говорю, что это 100% неверно. Доводом официальной делегации парирует сын Махмадали Хаита, который недавно покинул Таджикистан. Фирус Хаитов упрекнул Абдуллу Рахнамо во лжи. Вы говорите, что он это написал и отрицает пытки. Почему моя мама выступила? Отец попросил, что рассказал о том, что в тюрьмах Таджикистана что творится. Отец сам попросил мою маму. Почему он должен врать? В свою очередь, представитель следственных органов Таджикистана заявил, что по итогам проверки Генеральная прокуратура не выявила какие-либо факты применения пыток к оппозиционеру Хаиту. В марте были изучены все обстоятельства. Во время проверки были опрошены остальные заключенные, которые отбывают наказание с Хаитом в одной тюрьме. Все они отрицали факт физического насилия против Хаита. Дискуссия оппозиционных активистов с представителями правительства разгорелась на специальной конференции, посвященной ситуации в тюрьмах Таджикистана. Оппоненты власти, которые подготовили к этой встрече специальный доклад, утверждают, что таджикистанские тюрьмы превратились в лоно коррупции, место пыток и убийства заключенных. Я точно знаю, что внутри управления внутренних дел города Душанбе, если кто-нибудь бывал там, есть 2 коридора, направо и налево. Так вот, с правой стороны последняя дверь слева, внутри есть помещение, где сотрудники отдела розыска пытают задержанных электрическим током. Таким образом они выбивают показания. Чтобы исключить слухи и положить конец дискуссиям по поводу пыток в таджикистанских тюрьмах, лидер запрещенной в Таджикистане партии Исламского возрождения Мухиддин Кабири предложил властям допустить в тюрьмы независимых наблюдателей. Дайте возможность местным правозащитным организациям Красному Кресту, чтобы они посетили, мы будем молчать. В 2015 году Верховный суд Таджикистана запретил деятельность ПИФТ на территории республики и приговорил 10 членов партии к длительным срокам. Руководство партии в изгнании считает эти обвинения безосновательными и заявляет, что бунт стал поводом для закрытия партии на территории Таджикистана.
Официально Ашхабад отказался от своих обязательств по искоренению практики принудительных исчезновений в тюрьмах. Об этом заявили туркменские активисты там же, в Варшаве, на конференции ОБСЕ. Международная правозащитная компания «Докажите, что они живы» призвала международное сообщество оказать сильное давление на Туркменистан, чтобы положить конец этой государственной практике. По словам активистов, насильственные исчезновения в стране продолжаются. В начале 2018 года давление на туркменистанские власти со стороны ЕС, ООН и ОБСЕ принесло положительный результат. Однако с сентября прошлого года ситуация ухудшилась. Активисты сообщили, что в прошлом году Туркменистан прервал диалог с рабочей группой ООН по насильственным и недобровольным исчезновениям. Дополнительные военные силы от границы Кыргызстана и Таджикистана отозваны, строительство объектов приостановлено, местные жители возвращаются в дома. Власти Кыргызстана озвучили подробности переговоров двух сторон после инцидента в приграничном районе. Новой информации крайне мало. Чиновники прикрываются секретностью дела во благо интересов государства. Потому и отчет премьера по событиям на границе парламент Кыргызстана сегодня заслушал без прессы. Дарья Тимофеева продолжит. Делиться содержанием доклада премьер-министра парламентарии отказывались. Информационный вакуум депутаты пытались заполнить личными впечатлениями от поездки на границу. Мы на месте видели, когда именно в школу попал снаряд. Это, конечно, большая угроза для мирного населения. Я думаю, что данный вопрос разрешится, однако мы должны соблюдать нормы международного права и руководствоваться дипломатическими миссиями и переговорами. Сам премьер-министр перед журналистами так и не появился. Его зам вопросы перенаправил главе погранслужбы. По словам Уларбека Шаршеева, переговоры были сложными и длились непрерывно 2 дня. Но договориться удалось. Отвести дополнительные силы и средства, которые прибыли на усиление непосредственно к линии границы, охрану осуществлять штатным подразделением границы, организовать в целях недопущения конфликтной ситуации между гражданами, организовать совместное патрулирование сотрудниками правоохранительных органов. Вопрос, кто же проявил агрессию первым, до сих пор остается открытым. Стороны продолжают обвинять друг друга. Сходятся в одном. Поводом для вооруженного столкновения стала стройка. Взаимные претензии сторон, потому что они претензии ставили нашему одному строительному объекту, это пограничный пост «Дача». Но в то же время 5 объектов было со стороны Республики Татарстан. Это самое... Но здесь вопрос мы решили обоюдно согласоваться с сторонами. Все строительные работы остановлены и приостановлены. Это будет, если будут какие-то мероприятия проводиться, будет проводиться совместно. Официальных комментариев таджикских властей нет со вчерашнего дня. Издание «Азия Плюс» опубликовало интервью. В нем анонимный источник в силовых структурах Сагдийской области говорит, что кыргызстанские пограничники якобы продолжают строительство КПП. Они в дальнейшем намерены контролировать автодорогу, ведущую в Джамуат-Вурух города Исфары. КПП строится на участке Худжалу-Вурух. Строительство КПП противоречит достигнутым межгосударственным договоренностям. Этот участок дороги спорный, и строительство какого-либо объекта на данном участке запрещено. Переговоры по инциденту в селе Максат на данном этапе закончены. Работу продолжат следственные органы и комиссии по делимитации и демаркации границ. Правда, то, что граница примет четкие очертания в ближайшее время, пока не верят даже в парламенте. Я думаю, да, этот вопрос присутствует, такой вот боязнь. Потому что в любом случае какая-то часть общества, которые лишились своего кусочка земли, они будут говорить это на уровне предательства, уступки национальных интересов. Поэтому это очень такой болевой момент. Но я думаю, что в любом случае лидеры стран должны взять на себя такую историческую ответственность. Как сообщили сегодня депутаты, порядка 470 километров общей границы все еще спорные. По данным погранведомства Кыргызстана, описаны 56% общих рубежей, в основном горные участки. Кому принадлежат территории, где проживают сотни тысяч человек, так и не решено. Дарья Тимофеева, Азат Антымаков. Настоящее время. Азия. Кыргызстан. Бишкек. Смотрите далее в нашей программе. Несколько скинхедов ради забавы напали с ножом на мигранта из Узбекистана и избили его до полусмерти. Репортаж из Санкт-Петербурга. А зачем татуировки со свастикой? Ну зачем? Он состоит в какой-то группе, как все, группа по интересу. Там все со свастикой. Он придет с цветочками.
В Бишкеке специальная комиссия продолжает изучать события в Койташе. В начале августа после штурма дома Атамбаева там произошли беспорядки, дать оценку которым должен этот орган. Сегодня заседание комиссии впервые прошло в открытом режиме. Джибек Бегалиева побывал там. Непонятно, почему именно сегодня заседание комиссии, которая изучает события в Койташе, решили сделать открытым для журналистов. Мероприятие проходило с участием бывшего управделами президента Турсбека Кояналиева и экс-главы Комитета безопасности Абдиля Сегизбаева. Оба они находились в родовом селе бывшего президента, когда там начались беспорядки после штурма дома Алмазбека Атамбаева. Оба бывших чиновника занимали свои должности во время правления ныне опального политика. Сегизбаев возглавлял пресс-службу Атамбаева, потом стал его советником, а после был назначен руководителем Государственного комитета национальной безопасности. Вдобавок к головокружительной карьере приближенный Алмазбека Атамбаева получил даже звание генерала. За время работы в ГКНБ Абдиля Сегизбаева не раз обвиняли в исполнении политических заказов властей. И вот теперь, когда бывший президент находится в СИЗО, Абдиля Сегизбаева заставляют перед камерой дать оценку деятельности Атамбаева. Сегодня, как многие заметили, заседание комиссии скорее напоминало формат допроса. Когда я приехал в Койташ, с одной стороны уже стреляли, с другой кидали камни. Тогда не было возможности давать какую-либо оценку. Могу сказать только одно – это была моя гражданская позиция. Юридическую оценку дать не могу, ведь идет следствие. Я хотел морально поддержать Атамбаева. Про законность его действия мы не говорили. В моем присутствии там не обсуждались вопросы захвата власти или организации митинга у Белого дома. Рану, которую я получил от резиновой пули, мне обработали на месте. После доставили в больницу, там я пробыл до ночи. Никакой связи с Койташем у меня не было. Свои версии того, что происходило в Койташе, когда задерживали бывшего главу государства Атамбаева, рассказали сегодня и милицейские начальники. Личный состав МВД находился в 300 метрах от села Койташ. Южная сторона села была перекрыта сельхозтехникой и камнями. Когда я приехал, личный состав просто стоял, не было никаких действий. У дороги стоял наш коллега Курсан Асанов. Я собрал руководителей и дал задания. Мы привели всех в боевой порядок и начали действия. В это время в разных местах было около 200 человек. Они бросали камни в милиционеров. Один из камней попал в голову начальника ГУВД Чуйской области Самата Курманкулова. Это было ближе к 23 часам. Однако еще до того, как комиссия начала свою работу, гражданские активисты и даже омбудсмен критиковали ее состав. Сначала из комиссии заставили выйти бывшего омбудсмена Турсунбека Акуна, который когда-то просил отпустить на свободу вора в законе Азиза Батукаева. Именно в незаконном освобождении криминального авторитета сейчас обвиняет Алмазбека Атамбаева. Сейчас во временном органе, который сформировали по решению премьер-министра, числятся несколько депутатов, гражданских активистов и общественных деятелей. Но сторонники Атамбаева все равно считают, что в комиссию включили необъективных расследователей, из-за чего некоторые из них даже отказались сотрудничать с ее членами. Инцидент с откровенно нацистским оттенком произошел в Санкт-Петербурге. Друзья-скинхеды прибыли из Москвы по Куралесе в северной столице России. На пути им попался мигрант из Узбекистана. В результате пострадавший находится в реанимации, нападавший за решеткой. Репортаж нашего корреспондента Антона Гуськова. Главный подозреваемый – 24-летний Роман Кулев. Его задержали в футболке с надписью «Нет ножа, нет жизни». Сегодня суд арестовал его на 2 месяца, пока идет следствие. Сам Кулев всячески отрицает свою вину. Мол, с газовым баллончиком и ножом на гражданина Узбекистана не нападал. Я не согласен с этим, потому что, во-первых, у меня не было умысла бить никого ножом, и, собственно, я этого не делал. Питерская полиция вышла на подозреваемых достаточно быстро, почти что по горячим следам. По версии следствия, на гражданина Узбекистана компания заезжих скинхедов напала ночью здесь, на Среднеохтинском проспекте. В Петербург они приехали на машине из Москвы погулять. Закончилась прогулка уже за решеткой. Задержаны 2 подозреваемых, остальные пока на свободе. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство» по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти. Вооруженные ножом и газовым баллончиком напали на гражданина Узбекистана, которому нанесли несколько ножевых ранений, после чего с места происшествия скрылись. Жители дома, рядом с которым произошло нападение, говорят, что обычно здесь довольно спокойно. Бок о бок с представителями разных диаспор коренные петербуржцы живут мирно. Это преступление их возмутило. Тут не важно, ты узбек или с Казахстана человек приехал, с Украины. Это не важно, потому что, в принципе, вот эти... Как отморозки, как еще их назвать, это им в принципе повеселиться. А кто на их пути попадется, тот же ленинградец или ребенок, или пожилой человек, им все равно в принципе.
На руках у подозреваемого выбиты татуировки со свастикой и эмблемой нацистских отрядов СС. В интернете он упоминается как студент Московского государственного технического университета имени Баумана. Полиция уже задерживала его на русском марше в московском районе Люблино в ноябре 2017 года. Поддержать Кулева вместе с адвокатами в суд пришла и его мать. Она заявила, что ничего страшного в вовлечении их сына ранее не видела. Зачем татуировки со свастикой? Ну зачем? Он состоит в какой-то группе, как все, группа по интересу. Там все со свастикой, он придет с цветочками. Пострадавший 32-летний гражданин Узбекистана находится в реанимации Александровской больницы Петербурга. Пока медики не разрешают его навестить и не дают никаких прогнозов по его состоянию здоровья. Антон Гуськов, Александр Глебов. Настоящее время. Петербург. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел очередную публичную порку, разоблачил высокопоставленных коррупционеров. Взрослые мужчины каялись и плакали прямо в прямом эфире главного телеканала страны. Вот как это было. Меня зовут Армандурды Ишанов, 1979 года рождения. Будучи главой Государственной товарной биржи Туркменистана, я действовал в интересах иностранных компаний, позволяя им покупать нефтепродукты по заниженным ценам. И таким образом не предпринимал необходимых мер для обеспечения притока выручки в нашу страну. Возглавляя министерство, я назначал своих родственников и близких знакомых на руководящие посты и поддерживал их. Я был задержан за совершенные преступления, затем арестован правоохранительными органами. Вместо того, чтобы быть образцом для подражания для своих подчиненных, я совершал преступления и опозорил свою семью. Я сожалею о своих поступках. Haydi bilmeyen bedeniyetlere, garanesin yönü, azın yanına karşı üren berk. Дорогие сограждане, я еще раз строго наказываю руководителям уделять особое внимание борьбе с коррупцией и взяточничеством. Я создал для этого прочный фундамент, а недавно мы еще больше его усилили. Поэтому не следует думать, что на коррупцию будут закрывать глаза. Моя программа — это борьба со взяточничеством, наркоманией, коррупцией и прочими гнусностями. Это были все новости. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Я желаю вам всего доброго. До встречи. Сурков талантливый человек. Сурков поет эти
дифирамбы Путину за его исторические заслуги. Мне даже не интересно думать про какого-то Суркова. Именно это бесконечное ощущение собственного превосходства выдает в Суркове человека, который страдает от скрытого комплекса неполноценности. Постойте здесь. Не идите сюда с камерой. Какое же ты ничтожество. Она снова меня ударила.